проводится проверка Генеральной прокуратурой по соответствию действующему законодательству Республики Абхазия мероприятий по восстановлению ВЛ-220 киловольт очкуара. Все помните, что было и поручение президента в короткие сроки, значит, рассмотреть эту проверку и так далее. Но такая проверка невозможно рассмотреть в короткие сроки. Мы столкнулись с тем, что там объем большой. Во-первых, сформированные документы и заключенные договора, они все проводились на территории Российской Федерации. Поэтому наши эксперты дать какое-то заключение по тем ценам, по конъюнктуре рынка, ценообразованию и так далее, и по договорам, где подписывали, значит, высшие должностные лица Российской Федерации, это невозможно. В связи с этим были направлены поручения международные, в том числе, международное поручение в компетентные органы Российской Федерации по оказанию правовой помощи и необходимости поручить соответствующему экспертному учреждению проведение оценочного исследования, именно такой товароведческой экспертизы, чтобы определить, цены соответствовали рынку или нет. Потом были истребованы и получены очень много документов, также подписанные и нашими должностными лицами высокопоставленными, и российскими, и изучить, дать заключение по поводу подлинности. Тут надо отметить, что когда поручение касается именно высших должностных лиц, у них проводится своя проверка. То есть эти материалы направляются в ФСБ, в МИД России, в администрацию президента. Вот направили эти материалы, и они ждут ответа. Получают, это тоже может затянуться там месяц-два, получают ответ, направляют в другое ведомство. Получают, потом другое. И после этого Генеральная прокуратура эти материалы направляет уже, если согласованы, нет, возражений и так далее, направляет уже в Следственный комитет. А Следственный комитет, в свою очередь, направляет именно в экспертное учреждение. То есть там, когда они внутри проводят проверку, они смотрят на предмет того, поскольку это касается высших должностных лиц, затрагивает ли это интересы межгосударственные и так далее. То есть, поэтому это все быстро получить невозможно. И вот после получения именно исполненных международных поручений будет принято решение о эффективности и обоснованности приобретения материалов и оборудования согласно заявленным ценам. И будет дана правовая оценка. То есть на сегодняшний день это проверка в производстве. Но, несмотря на это, большой объем работы выполнен, много запросов и здесь, и Министерство экономики, и другие службы, и ведомства. Много материалов получены, опрошено много лиц. К сожалению, много противоречий. И чтобы дать этому оценку, надо дождаться именно поручения. Что исполненные поручения дадут нам понять, где правда, где истина. Недавно, 28 апреля, Главное управление международного правового сотрудничества Генпрокуратуры России направлено письменное напоминание для получения актуальных сведений по исполнению данного запроса. Как-то пытаемся ускорить, но это не в наших силах и не в нашей компетенции. Для того, чтобы экспертное учреждение заранее подготовилось, потому что они официально это еще не получили. То есть они получат, когда все процедуры, эти материалы пройдут все разрешительные процедуры. Напрямую копии этих документов направили, чтобы люди, эксперты уже подготовились. Но они ждут, пока ждут, они не получили. Пока такая ситуация.